Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Герой сегодняшнего выпуска – заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка хоровой группы Чулпан Салимуллина. Добрый день, Чулпан. Как дела? Привет, Нафиса. Хорошо. Хорошая погода, настроение хорошее. Отлично. Мы хотим начать с основного вопроса. Как прошло ваше детство? Почему вы пришли работать именно в ансамбль? Почему вы выбрали профессию такую творческую? Начнем с корней моих. Мои корни исходят из Башкирии. Я сама родилась в Буздякском районе, село Тюрюш. Оттуда же мой папа. Бабушка моя тоже с Башкирии. И она после войны переехала сюда, в Казань. Тогда в то время много молодежи уезжала, искали какую-то жизнь новую, хорошую, строили что-то новое. Вот она тоже так же уехала в Казань и здесь жила. А мама моя родилась в этих краях, в Маркинском районе. Это Марийская ССР. Меня родили там, привезли сюда. И здесь я выросла, здесь училась, получила образование. Закончила 57-ю школу, это в поселке Залесный. После школы, после 9 класса, поступала в училище музыкальное. Первый раз не поступила, не получилось у меня. Потом я ходила на подготовительные курсы. И после этого на следующий год поступила и закончила. Училась я у заслуженной артистки Республики Татарстан Узбековой Розияны Баровны. После того, как училище закончила, Венер Хасан ко мне подошла и сказала: «Балам, если хочешь работать, приходи ко мне, я тебя возьму». Вот так я оказалась в ансамбле. А кто увидел ваш талант в детстве? В детстве мой папа был очень талантливый. Он любил петь. У него была книжка толстая такая, «Жырларыбыз». И вот он садился, и рядышком я садилась, и он пел «Ой, был балам», «Чулпан Йылдыз», «Бірлеген». Вот эти все песни я все с детства знаю. И вот я вместе с ним сидела, слушала его и тоже пела. И, видимо, это от него мне передалась вот эта любовь к музыке, пение. Сам он, к сожалению, не смог стать певцом, артистом. Хотя раньше по деревням ездили и искали молодых талантов. И по состоянию здоровья у него не получилось это совершить. Это сделала я. В этом мне помогла очень моя мама. Она меня всегда поддерживала. Всегда вела этой дорогой, всегда настраивала меня к этому. А кто еще из родни поет? Из родных братьев и сестер? Поют, конечно, все на кухне. А вообще бабушка очень любила петь. Я всегда слушала в детстве, как она тихонечко напевала. Наверху старинные какие-то озонкиляр, вот это вот все слушала и думала, что ведь не только от папы, но и от бабушки это ко мне вообще вот это вот пение пришло. Любовь к музыке и пению. В детстве тоже слушала пластинки Захра Сахабиева, Хайдар Бигачи, вот эти все пластинки у нас были. Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова. Всех их слушала и тоже пыталась что-то петь. Их репертуар, пока получалось. А братья и сестры ваши не выбрали творческую профессию? Нет. Сестренка, братишка, нет. Они поют для себя дома. Профессионально этим никто не занимается, кроме меня. А с какого года работаете в ансамбле? За что любите ансамбль? Как я и сказала, Венер Хасанова меня позвала, пригласила
Так я оказалась в ансамбле. В 2001 году я пришла в ансамбль. Почему я его люблю? Не знаю, это образ жизни, наверное. Сперва, конечно, мне было трудно, я привыкала, потому что в ансамбле хор, не стоячий хор, хор движения, танцы. Это все входит в ансамбль, в хор. И для меня как-то это было необычно. Мы же учились в училище, стоя у рояля пели. Мы так и думали, что мы будем всю жизнь стоять и петь у рояля. Нет, оказалось намного сложнее, труднее. К этому нужно было привыкать. Ансамбль – это большой труд. Не знаю, привыкла. Ко всему привыкает человек. Привыкла к этому, научилась. Здесь очень хорошие педагоги, очень хорошие руководители. Они все дают. Все, что могут, они дают. Остальное зависит от тебя. А как близкие относятся к вашей профессии? Поддерживают, гордятся. И рассказывают всем своим знакомым, что у них сестра работает в ансамбле, поет, заслуженная артистка. Конечно же, им это нравится. А мне нравится, что им нравится. Как совмещать гастрольную жизнь артиста с семьей, с воспитанием детей? Вообще сложно совмещать. Эта жизнь артиста, она настолько бурна, ни одной минуты спокойно нет. Это все время домашняя работа, рутина. Не только для артиста, для каждого человека сложно совмещать. Но я хочу сказать, у меня очень хорошая свекровь. Она мне всегда помогала и сейчас продолжает помогать. Хотя уже дети большие, взрослые. Когда я уезжаю, она всегда заходит. Мы живем отдельно. Заходит, интересуется, как они, что они. Спасибо ей большое за это. А дети творческие? Сколько им лет? Нет, дети мои не творческие. Хотя творчество в их жизни существует. Они каждый занимается своим делом. Для них это дело интересно. Они уже взрослые, начинают свою взрослую жизнь. Я только хочу поддержать их в этом, и все.
А какими качествами нужно обладать, чтобы работать в коллективе такого уровня? Вообще, как я уже сказала, что в ансамбле работать сложно. Многие приходят, уходят, не выдерживают. Я могу сказать про себя, я человек постоянства. Я не люблю здесь поработал, там поработал. Я вот как пришла, уже сколько лет я здесь работаю, и я иду к своей цели. У меня цель, я к ней иду. Когда я к ней дойду, это неизвестно. Мобильность нужна, коммуникабельность. Нужно все быстро воспринимать, потому что работы много. Много всего нужно учить, какие-то песни, какие-то партии, какие-то движения. Очень много работы. Мы работаем с Сабантой. С Сабантой там очень много работы. Это ориентироваться нужно во всем этом. Если не обладать такими качествами, я не знаю, не выдержишь. Потому что большой объем работы. Все это быстро происходит. Поэтому зевать некогда. Нужно работать. А в каких экстремальных условиях погоды вам приходилось работать? Были такие случаи, опять же, это было такое выступление, что поднялся сильный ураган, ветер, дождь, все плавало. Нам пришлось работать, потому что никак сидят, смотрят нас большие люди. Они ведь не могут встать и уйти. Они должны посидеть, послушать, посмотреть, а мы должны отработать. Всякое бывает. А где такое было? Это было новый ипподром. Было выступление, я уже не помню. По-моему, на Кубок президента, что ли, скачки вот там же проходят. По-моему, там вот мы работали, и такой случай был, что по лужам скакали. Было. И в жару, и в дождь. Да, и в ураган. И в ураган. Везде. Да, И сложная всегда. работа. Да, сложная работа. В каких странах побывали? Какая у вас самая запомнившаяся поездка? Поездок было очень много. Италия, Бельгия, Франция, Турция, Египет. Много было поездок. Но самое, что запомнилось, наверное, Франция, Канны. Интересные поездки были. Весело было. Наверное, вот этим самым как-то эти поездки, они запоминаются. И как-то легче проходит все это. Вот эта вот рутина ансамбля. Как-то вот, я не знаю, как сказать, когда напряженно вот этот график, работаешь, а это как-то разгрузка такая. Вот, наверное,
Вот этим и интересно, наверное, в ансамбле. Что сперва много работы, а потом и есть разгрузка. Ну, наша жизнь и состоит из этих примечательных моментов, ярких, новых событий. А было ли желание остаться в какой-либо стране? Так, ну, если даже и было, то мимолетное. Почему? Ну, остаться просто подольше, побыть, отдохнуть. А так нет. Всегда тянул домой. Почему домой? Потому что здесь все свое. Здесь твоя семья, твои родные, твои близкие, твоя любимая работа. Ну, как можно все это бросить и остаться там? Поэтому нет, домой. Ну, если только всех взять и переехать. Нет, я бы не смогла жить там. Мне здесь легче, привычней. А потом это моя родина. Как можно бросить родину? Ваши советы и пожелания всем тем, кто хочет связать свою жизнь с творчеством? Труд, труд и еще раз труд. Потому что творчество, искусство без труда ничего не получится. Не нужно лениться, не нужно бояться. Нужно идти к своей цели, работать. Ну, любить свою профессию, если ты уже связал себя с искусством. Любить нужно ее. Чулпан, спасибо вам, что согласились сниматься в нашей передаче. Желаем всех благ вам и вашей семье и продолжать радовать наших зрителей своим прекрасным голосом. Ваши пожелания нашим зрителям? Что можно пожелать на сегодняшний день? Здоровья, счастья, любви, мира над головой. До свидания. До новых встреч. До свидания. Alma boşasına
солистка Татарстанның атказанган артисткасы Чулпан Салимуллина.